А ну давайте спросим про мечту. Проснуться как завтра. У космос летать. А как чистое было небо, жили мы мирно. Работать в сельском хозяйстве. Она осуществилась. Стать міністром сільського хозяйства. Я стану директором. Субгудагай. Опа. Каб прийшов приємник, і я радувався, сидячи на рибалці або по грибах ходячи, радувався виникам, які є у хазяїв. Доброї раніці, добрий день і доброї ночі. Я вітаю кожного з вас. Сьогодні передача «Агроблогер» на ТВ на Островеччині. Колгас Ксубгудагай. Люди мне подсказали, что контора Ксубгудагай находится у агроградку Малі. Почти як Малі. Только в Африці тепло, а тут надто зимно, холодно. До речі, Островеччина – это самое холодное место у нашей Гродненской области. Добрый день. Добрий. Кого я з самого першого зустрів на території Колгасу? Ну, я не знаю, наверное, директора. Директора. Да. Як зовут вас? Эдуард Иванович. Эдуард Иванович, вы сказали, что не сгодны со мной, что это самое холодное место. Чему? Не, потому что, ну вот еще не такой день холодный, наверное, выдался. А я перевожу, наверное, не только от природы зависит, а еще и от людей. А тут проживают вельми добрые, приветливые, теплые люди. И працовники нашей господарки. И мы обовязково про их расскажем у нашей передаче, так? Ну, вполне. Дорогу агроблогу. Будем лучше работать. Будем лучше жить! Эдуард Иванович запросил до себя в кабинет и одразу кинулся в очи грамоты. Гляньте их сколько тут. Мне, до речі, шапнули, что Ксубгудагай – это найлепший колгас у районе. Ну, хозяйство наше не только в районе, но и в области на слуху. Это 12,5 тысяч сельхозугодий, больше 8 тысяч пашней, 11,5 тысяч поголовья скота, из них 300 дойное стадо, людей 450 работающих, средняя зарплата за 4 месяца 2400. Зарплата файна, 2400 середній заробіток по колгасу – это вельми добре. Значит, и молодых специалистов так само у вас? Из 450 этих работающих у нас средний возраст 42. А працовнику, работников, ну, если мы молодых считаем до 30 годов, 18%. До речі, дівчата сакаталі наверху, я бачу, бухгалтери, певно, молоді. Зараз і до їх зайдемо, попитаємо, ті справді, як у вас тут. Чабри, в одном месте и профсоюз, и бухгалтеры, экономисты, может, тут сидят, не? Добрый день. Добрий. Як вас зовут? Оксана. Оксана, ви ще молодий спеціаліст, напевно, так? Ну да. Розкажіть, як вам працюється ось у колгасі? Директор сказав, що кадрова політика така, що приглашаємо молодих, енергічних, заражених людей. Очень хорошо. Коллектив хороший, работается несложно. Що є? Получка є, жилье є, а чи хлопці є? Нема. Нема молодих хлопців? Хлопцы молодые есть, но нема женихов. Чому? Недоречне? Не подходит. А які требування? А его вас чекали? Мені? Да. Ось я приехал. До свидания, передача, я больше никуда не еду. Остаемся у Ксубгудагай. 100 мин, 100 Гродно. Завтра поедем на Могилев. О, скоро в этой машине и жить начнешь. Да, Леонидович, движение – это жизнь. Ну, движение это жизнь, поедем. Человек, найди ты себе жонку и сиди ты дома. И другие у тебя будут вопросы и проблемы. Іосифівна, ви, певно, з профсоюзу. Ну да. До речі, ось про агроблог кажуть, що гэта як профсоюзная такий профсоюзний рух, тому для мене гэта близко. Расскажите, як развита общественная жизнь в господарстве? Ездите на хоккей, ездите на концерты, путевки? Ездим усюди, и на хоккей, и на футбол ходим, и путевки выдаем, у санатории ездим, оздоровляемся, все у нас чудовно. Куди не приїдеш, і завжди хочеться ось то там добре, то тут добре. Внимание, телеопеку Гудагай. І у крутілечок неблаго. Сябры, мини-экскурсия по конторе. Расскажите. Ну, уже в кабинете были,
у девчат были, у профсоюза были. Тут заходим, это наша диспетчерская. И каждую раницу мы сустракаемся у 7 годин раницы до 8 идет планерка. Расписываем, кто куда. Ну, то есть решаем проблемы на целый день. Где чистите всех? Ну, не особо. Особо бывает. Чистить нет. Вот наша. Ну, иногда, не без этого. Ну, да, не да, без звонит, этого, звонят, конечно. Не без этого. Сьогоднішнього дня ні одного вихідного дам. Ні одного. Не було. Вас посажу у трактора, а механізатори сядуть у кресло на ваше місце. Я погляжу, чи буде результат. На полоху. Вот наш головный диспетчер в одном лице, Колпак Екатерина. Вот, и она Все тоже через ей. работает, да, все через ей, все она знает. Спроси, в любой момент она может подсказать, где кто працує, где кто чем занимается, кто путевку взял, кто не взял путевку, кто почему-то... И она может еще ведет систему контроля навигации, нет? Не, это мы были, экономисты. там была, да, это у экономиста. Ладно, Ну, давайте. Два экономиста, которые ведут эту работу. Але треба бути ближче з людьми. Через економістів, я як чоловік це роблю, да. Лепей треба, щоб був десь на міг двори чоловік, да. Который там на місце, і до тебе йдуть механізатори кожні, і ти з ними говориш. Денег глянь, сколько мне солярки. Может, 80 хватит. Солярки сколько? Может, 80. 70. А тут информационная доска. Сегодня это поголовье, наличие поголовья, что одно из... Это самое, и сегодня и президент говорит про сохранность и про наличие поголовья. Тут ведется сегодня тоже немаловажный фактор, как осеменение. Девчата наши зоотехники по экспресс-методу, по молоку могут определять, осеменилась коровка или нет. И вот видите, из 60 32 осеменились, 26 нет. С этими 26 головами начинают pracować на фермах ветврачи. Що, Іосифовна? Проводят стимуляцию и работу по дальнейшему введению их, чтобы пришли в охоту. Все зоотехніки, усі ветврачі збираються тут, доводять інформацію, ви її адлюстровуєте. На то и все у нас есть. Тут обсудили, какие проблемы у нас есть. І всё, поїхали по пошли, да. об'єктам. Ну файно так, що разом тух-тух-бух-бух, зробили, записали і поїхали працювати. Сябры, а зараз мы на мехдвары, и со мной головный инженер Павел Парфенович. Павел Парфенович, расскажите, вы, певно, тут один из старожил этого колгасу, Ксубгодагай. Расскажите, як вам тут працується, як давно? Ну, в колгасе есть еще старожил, заведующий участка, ну а из инженерной службы то я отношусь к таким. Вообще, скажем, працую уже в этом районе, стаж у меня 52 года. Ёж, 2 раз 50, почти як мне в 2 рази більше стільки годов. А ви працюєте стільки в господарстві. Ну так, ну в сельском хозяйстве, да. Розкажіть, певно, вже все бачили, все у своєму житті бачили, чи була така весна раней? Ну почему? Похожие были, 63 год, похоже, холодно было. Нормальное явление для нас. Мы еще колгоспники ко всему привыкли уже, да. Это як у космос, испытания, прорвемся. І шмат осталося гектарів 50. А скоро кенгуру стануть, скачуть. Мы эти технику закончили посевную. Ну да, Як вас зовут? Максим. Максим на связи, директор сказал, что вы тут один из передовиков, самый больше колгачи посеяли, так? Ну, наверное, не считал. Сколько гектаров? Около 700 где-то. Сказал, что практично 800. Ну, может быть. Як пройшла посевная, расскажите? Отлично. Ну спокойно, все аккуратно, поломок не было? Да нет, Хорошо, а як получка? тоже достойно. Достойно? Все нравится? Ну да. Да что, механизаторы крыху такие стеснительные люди. Али 2-3 дни мне дать, я бы нашел подход, уже б завтра писали, ну коли приедешь ролик снимать, я уже тут на месте. Воля сила, де ти наші економісти? Хай їдуть сюди. Я їм покажу, яке поле і як тут робити. Потому что не ругаются. У телебачення я не умею без этого. По гедуком полі. Ах, мой Боже, ах, мой милый, ты подай мне более силы. Сейчас общее по речки. И пойдем знову до уздечки. Як посевная пройшла в этом году? Хорошо.
Файно? Да. Ну вы некий надто улыбчивый. Ну, Значит, все хорошо, да? Конечно. Вот вы пишете, чего у вас хватает, что тут доброе, туда-сюда, но все равно у вас есть какая-то мар. Расскажите про вашу мечту. Да, я даже не знаю. Ну вот спите вы, например, вечером 10, пришли с работы, лягли и думаете, вот бы теперь... Проснуться как завтра. Это лепший отказ, проснуться бы завтра. Дай вам Бог здоров'я, каб жили до 100 і больш гадоў, сустрэлі шмат юбілеяў і працавалі ў нашых гаспадарцы на блага нашай краіны і наших людзей. Дзякуй вялікі за працу. Спасибо. Ну и, конечно, мехмастерские. Мы обовязково треба было зайти сюды, каб даведацца. Скоро сеў кукурузы, бачу механизатор крутить сеялку, дзесьці мяняе агрегаты. Расскажите, як завуть, як працуеце, ці готовы до сева кукурузы? Миколай Иваницкий меня зовут. А отчество? Иосифович. Иосифович, приемно. Остатние штрихи доводим, по неделе можем в поле. Главное, как погода была. Да. И можно сеять? Да. Молодцы. Коротко, ясно, без всяких этих. Бачу, что, стало еще раз-два, еще выезжаем. Да. Смазать, помазать, только и все осталось. По полям мы ходим, по полям. По полям! Тракторист все махая нам. По полям! Мусить есть и захотел. Захотел! 8 раз уже спотел. Расскажите, какая мечта у вас? Лично меня? Да. Ну я-то родился на день космонавтики, его будет завтра день народжения. У космос летать. С Василевской Мариной. Ну, с Василевской было вообще огонь. О, сябры! Парфенович, ну, як ви, коллега, все чисто, аккуратно, любо глянуть, механизаторы довольные, счастливые. А теперь и у вас запытаю про мечту. Моя мечта, чтобы прожил я свое житье, работу спокойно, каб мои ж дети, внуки жили спокойным, як теперь Беларусь наша спокойная страна, как чистое было небо, жили мы мирно, и все у нас есть. Лепше не скажешь. Дякую великий. Белорусы, вы тут? Красота. Люблю Беларусь, люблю свой колхоз и Марусь. Фидарчу. Сябры, гляньте, який котик сидить. Певно, тут дзесьці живуть люди, як кажуть. Коли заходиш у новий патер, треба обов'язково туди занести першиню котика. І він, певно, когось і тут сказяє. Казав директор, переделанная контора под общежитие, тут живут и молодые специалисты. Котик, як получка у Гудагай? И он ничего не рассказывает. Ну их баню, ни до кого не добьешься. Вообще мы хотим, чтобы люди добро працевали, но для их надо и создать условия. Если годы 2-3 назад у нас еще проблемы не было с жильем вот для наших молодых специалистов, для работников, то есть проблемы особо не было, и очереди даже не было такой. Но жизнь продолжается, народ стареет, народ молодеет, и было принято решение со старой конторы зробити общежитие, что, я думаю, и отрымалось у нас. Так, Станиславовна? Станиславовна, хозяйка готелю, хостелу Мали. Станиславовна, расскажите, что у вас тут есть? Ну что у нас тут есть? У нас кухня, тут наши жильцы, специалисты питаются. Вот смотрите, все здесь, условия созданы, плита, холодильники. Это получается, все жильцы приходят вот сюда? Так, тут готовить есть, тут столовая, питаются. Як у нас у магазине, заходишь, только выбор ешь твой раз. Я не знаю, куди люди едут, оставайтесь в Беларуси, всего хватает, продуктов и все остальное. Мне гадалка нагадала, что в этом годе я буду семьянином. Сейчас еще потрогаю за колясочку тут у общаги, погайдаем, то 100% отрымается. У вас тут как будто здесь в городе, не скажешь, что городок. Стараемся, как были условия вообще хорошие для наших молодых специалистов. Коридоры. Комфортно было, да. Коридоры такие длинные, ну там дальнейшие. Так, есть там и далее номера у нас. И тут 20 квартир? 20 квартир, так. Ну, кажется, что тут более. Ну, не, пока. Если надо будем расширяться, наверное. Давайте зайдем якую. Ну, давайте заглянем. Ну, вот такая у нас комната, номер, все оборудовано. Это для гостей, холодильник, телевизор, тут кровать, шкаф. Все нужно для жизни, как бы говорится. И тепленького? Да, тепленько, да. Такую погоду файно, что тепло. Ну что, приехал, переночевал, поехал. Ну да, я считаю, что это тоже удобно. Хорошие условия. Уютно. Да, уютненько у нас.
Сябры, зараз со мной Сергей Евгеньевич, зам дырэктара гаспадаркі КСУБ Гудагай. Знаете что, гэта, наверное, напэўна, месца, якое блізка для мяне больш усяго. Жыллё там, общежитие на месте. І тут адразу глядзіце, як тут можна адпачываць, дасуг. Я спартыўны чалавек, мне гэта ўсё падабаецца. Тэнісныя сталы, більярдны стол. Там плазма, можна балець за Дынамо, дырэктар падтрымлівае Дынамо. Ну, молодцы, расскажите, як вось так вось, що для людей, мне гэта не падабаецца, расскажите. Ну, для того, чтобы коллектив хорошо работал, надо, чтобы он и отдыхал. А отдыхать мы организовываем поездки, сами ездим на той же самый хоккей, болеем за это. Здесь решением руководства и с поддержкой руководства были приобретены для отдыха наших людей теннисные столы, бильярдный стол, лучший, скажем так, производства нашего белорусского. Проведена телевидение для того, чтобы мы могли собраться здесь, отдохнуть, поболеть за любимую команду. Тем же самым моментом коллектив сплачивается, когда это идет еще на уровне и с поддержкой руководства. Користаючися магчимостью, супраць дырэктара Ивановича, зараз мы партейку тут вольнем. Нават микрофон не достаю. Хоба, гляди, подача. Ой, перший мой. Ха! Почти атрымалася. Програў. Дякуй. Едем далей? Конечно. Дякую за гульню. Леонидович, представляешь, скрутило. А нават и не думал, что может такое быть. А ты все язды, футбол, это все казал, бережи себе. А тебе все движение это жизнь, вот теперь двигайся. Вот так вот. Сябры, а зараз мы на месцы, адкуль, так сказать, що гэта вось, што ў гаспадарцы ёсць і атрымліваецца, адкуль цякуць і малако і цякуць грошы. Лепшы комплекс уся краіны, як сказаў галоўны дырэктар Иванович. КСУБ Гудагай, як называецца ваш комплекс? Смілкі. МТК Смілкі. МТК Смілкі, і тут вы зоотэхнік галоўны? Я галоўны зоотэхнік этой гаспадаркі. Давайте знакомиться. Виктор Иванович Алёкса. Гурштын Наталья Францевна, начальник комплекса Смілкі. Рассказывайте, як у вас тут, як такие показчики лепшие в районе, не только в районе, в области практично. Пойдете на рекорд, на первое место? На третье. Нет, директор сказал, на первое надо. Ну, если директор сказал, значит пойдем. Пойдем, да? Виктор Иванович, гэта ж, напэўна, таксама один из тых комплексаў, якія недавно построили. Гэтаму малочна-таварнаму комплексу исполнилося 3 гады, 3 снежня прошлого года. Ну, и он вышел на свою полную могутность. За прошлый год надоено 10 850 килограмм молока. На сегодняшний день доим 32,5 литры на корову. То считайте, окупили уже его, не? Ён уже окупился. Ён уже окупился. Ну, это результат. Францевна, щиро кажучи, я ніколи не успівав на дойку колгаса. Вже третя передача, у перших 2 ми не успівали, а тепер прийшли і у вас сама дойка. Нічого, що ми зойдемо? Нічого, Давайте пройдем познайомимося з дівчатами. Скорей за нами. Проходите. Як вам у господарстві КСУБ Гудагай? Як вам дойка? Чи все устраивает? Просто расскажите про ваше настроение. Вельми добре тут таке. Подобається. Начальство хороше. Де на які уступки йдуть. Вот треба не замінитися, що все. Ну, вельми хорошо. А як вас зовут? Дана. А вас? Наташа. Наташа. Сябры, пройшлися мы по комплексу, і у мяне до сих пор ёсць вот гэта галоўнае пытанне. Раскажыце і для ўсіх наших гледачоў, для людзей, якія паглядзяць з другіх гаспадарак, як добиться такого прогрессу, такого результату, что галоўнае, якія галоўныя факторы? Ну, на мой взгляд, главными факторами являются 3 К. Корма, коровы и кадры. Если не будет хороших качественных кормов, не будет молока. Если будут хорошие качественные корма, но не будет хороших коров, тоже не будет молока. Если будут корма хорошие и хорошие коровы, но не будет кадров, то есть не будет кому доить или правильно управлять этим всем процессом, тоже не будет молока. Вот 3 кита, на котором держится, на мой взгляд, молочное животноводство. Францевна, ну и про директора вы там нечто сказали. Я говорил, что директор у нас супер, таких нигде немає, як наш директор Эдуард Иванович Садовский. Вот что галоўнае, сябры. 3 кита, 3 К
карма, кадры и коровы, и файное руководство, файный директор, свойский, открытый, якого не боятся люди, не шарахаются того, что он проезжает. Мне это кажется головным, самым у господарцы и во всем этом процессе. Так? Простый человек. Простый человек, свойский, близкий. Вот. Изюминка нашего выпуску, я пытаю практично у всех, кого сустрел в вашей господарце, якая мара, мечта у работников комплекса? Мне? Да. Стать министром сельского хозяйства. Ёж твою раз, щабры, гляньте. Механизатор... Стой, механизатор у нас летит у космос. Зоотехник становится министром хозяйства. Вот это, Плох тот солдат, который мечтает стать генералом. Ну правильно, треба добиваться еще далее и далее. Франца, ну як ви скажете про пресс-службу президента, я уже не удивлюсь. А ну-ка. Нет, я стану директором. Суп Гудагай. Опа, Иванович, присмотритесь. И она каже тут добрый, файный, а уже метит на кресло. И мы будем тут. Планерцы завтра расскажете директору. До речі, про новые комплексы. Ось мы у самом эпицентре, так сказать, стройки новых комплексов. Я тут уже не агроблогер, а агропрораб. Зараз доведаемся, что строить, як темпы успевають по сроках чи не. Зараз придем, еще узнаем. Со мной Евгений, представник генерального подрядчика. Евгений, расскажите, что тут робится? Нечто тут и льют, и возят, и строят, и подвозят. Расскажите. Строим товарно-молочный комплекс. Начали мы в ноябре, по планам с окончания ноября. Год. Планируем сдать к сентябрю. Запустить доильно-молочный блок и какой-то из коровников. Сергей Евгеньевич, расскажите. Нам сказал ось прораб, что уже третью ферму они тут строят. Як хлопцы працуют, подобается у вас вам что чи нет? Тандем у нас с ними хороший. Стройка всегда заканчиваем ранее запланированных сроков. Сдается все вовремя. План по подраду, договору подряда у нас сдача декабрь-ноябрь, но мы планируем сентябрь-октябрь запустить ферму. Ну и мечта? Якая мечта у замдиректора? Давайте доведаемся. В юношестве, в школе была мечта работать в сельском хозяйстве. Она осуществилась. У меня была практично такая, не скажу, что в сельском господарстве, я хотел стать милиционером. А стал агроблогером. Ну, тоже неплохо, да? Ну, приятно смотреть, как вы выступаете. Спасибо большое. Беларусь, вёска, агроблог. Сябры, про белое золото мы с вами поговорили. А еще у гэтых господарств есть и черное золото. И я, как сюда приехал, пах. Мне сразу вспомнилось, я колись працаваў на сушилцы, на напольной. И мы лопатили рапс. И он там сушился, и я помню вот этот запах. Тут, напевно, что-то связанное с рапсом. Давайте познакомимся, расскажите, куда это мы приехали. На цех переработки семян рапса. Вы тут? Оператором работаю. Виталий Дадыш, расскажите, як, откуда привозится, куда поступает рапс, рассказывай. Привозится сюда, в яму, потом по норе загружается в бункер верхний. С бункера верхняя на очистительную систему установку. Ага, если очистить системы по шнеку винтовому, тот бункер. Побег туды? Да. Мы тоже побегли. Побег. С бункера по штеку в пресс. С пресса на экструдер, с экструдера на второй пресс. И там уже после пресса идет уже шмых. У корыта. Корыта, далей. С корыта в бочку. То же самое со второго пресса в бочку, а потом из бочки уже на фильтрацию. Сябры, як вы думаете, что это такое? Похоже на мед, правды, гляньте, вот, переливается. Ах, это! Нерафинированное рапсовое масло. Нерафинированное рапсовое масло. Сказал ему сказать в крыху уверенней. Виталий и сказал, вот в этой бочці, тут их его полно. Машина забирает, коли проезжает. Сегодня была. Уже была? Да. Сколько? 25. 25 тонн? Да. О, моментом. За что не зарабили? Не. А за сколько это? 7-8. За 7-8 суток, да? 25 тонн масла поехало на Островеччину. Да. Все, весь Островец у рапсовым масле, ўсё гэта благодаря Ксубу Гудагай і вось такой установцы, якая есть у господарцы. Пасля рапсового цеху з яго ароматами и пахами, разговорами, беседами про яду, мы приехали у кафе, якое есть тут на территории господарцы, свое кафе,
своя столовая, свой бар, усё на месцы. Давайте скорей пойдем туды, потому что такі пах смачны. Скорей, і холодно, до речі. Давайте. Ну і паліць, як інтры. Як будто мы не на вёсцы, як будто мы не ў аграгарадку. Отель со своими стенами, со своими комнатами. Цяпер вось тут кафе. Я спадзяюся, што нас таксама пакормяць. Іх прагаладаліся, страх. Прыемнага апетыту ўсім. Іванович, шчыра кажучы, я ўражаны. Уражаны вами, уражаны вашим коллективом, уражаны вашим аграгарадком, вёскай, вашими людьми, вашим отношением к делу. Надо любить свою работу, балдеть от этих выников, какие мы получаем, и быть человечным. Во, свойским, шчырым. Я кажу заўсёды, што ж моц у шчырасці. Ну і фіналем наш аккорд, так сказать, пытанням про мару, мечту. Иванович, какая у вас мечта? Ведаете, я уже человек предпенсионного возраста, уже иногда подумаю про это, чтобы после меня это все не рухнуло. Как пришел преемник, и я радовался, сидячи на рыбалце или по грибах ходячи, радовался выникам, які есть у господарцы нашей. Сябры, вось такі выпуск у нас атрымаўся. Неверагодна просто. Приедем и до вас. Чакайте, аграблогер на ТВ. Иванович, до побачення. До побачення.